диалогу привлекли широкий круг экспертов, представителей районов, главных архитекторов городов, министра культуры и руководство Комитета по охране историко-культурного наследия. Главная цель встречи – услышать экспертное мнение специалистов и найти эффективное решение спасения памятников истории. В центре внимания участников оказались два ключевых вопроса – сохранение и вовлечение в хозяйственный оборот объектов историко-культурного наследия, находящихся в государственной собственности, и проект закона о внесении изменений в градостроительный и строительный кодекс Республики Абхазия. Мы сегодня говорим об истории нашей. История наша достаточно имеет большую ценность. И мы все это знаем, и этим более того гордимся. Гордимся, что у нас есть история, что у нас есть та самая культура, которой мы пытаемся управлять и которой гордиться. В большей степени даже гордимся нашей историей. Но пришло то время, когда мы должны посмотреть, как ее сохранить. О важности корректной подготовки бюджета, поддержки законодательной инициативы и необходимости предпринимать срочные меры по защите объектов наследия рассказал министр культуры Даур Кови. Пока у объекта не будет смотрителя, нам не с кого будет что-то спрашивать. А ставить человека на зарплату в 5000 и говорить, что ты отвечаешь за объект историко-культурного наследия, это не работает. Среди центральных тем дискуссии – идея передачи аварийных исторических зданий в частные руки для их реставрации на взаимовыгодных и строго регулируемых условиях. Администрации президента об отношении к этому вопросу. Там однозначная позиция – дать возможность людям выкупать объекты историко-культурного наследия, потому что без их помощи объекты разрушатся. Простая арифметика – 1500 объектов в Абхазии, пускай по 50 миллионов, ну, кажется, 75 миллиардов рублей, короче, нужно будет на восстановление. Это самые минимальные числа, да? То есть это невозможно, чтобы государство на это потянуло. Теперь можно какие-то ограничения сделать, допустим, там это будет культовое сооружение, церковь, допустим, или крепость, чтобы это что-то, ну что-то можно оговорки делать. В конце концов, то, что до этого говорилось, у нас Белый дом посещаем для экскурсии. У нас король Великобритании, его дворец посещаем для туристов. То есть это все можно обговаривать в условиях предоставления, в условиях выкупа. И большие полномочия должны иметь госуправление по охране историко-культурного наследия, чтобы они могли пресекать самовольные всякие пристройки, настройки, не согласованные в проекте. Винори Бебий и Дмитрий Маршан высказали свои мнения касательно того, целесообразно ли отдавать в частные руки объекты историко-культурного наследия, доступ к которым должен быть открыт желающим. У меня вопрос, почему мы просто так должны целые замки давать людям за рубль, за то, что он просто восстановит и там будет жить внутри? Ну, я с этим категорически не согласен. Если его обязать, помимо восстановления, или это он пускай купит у государства задорого, или он эту крепость, которую никто не хочет, но мы переживаем за Абхазию, никогда не будут восстанавливать. Если его обязать дополнительно, что вот он сделает это, но еще сделает вот это. Это другой вопрос. Ну просто так давать за рубль. Квартира стоит 15 миллионов. Мы почему должны замок или дом архитектурный давать просто так за то, что он восстановил? Если сегодня государство не может восстановить, это не значит, что сегодня нужно взять все объекты, передать, значит, в частные руки. Здесь говорилось о том, что, значит, многие объекты передавались частникам, выдавались в аренду и так далее, но они не соблюдают сегодня условия договора. К сожалению, наше государство очень слабо и не может контролировать. Почему-то об этом мы в меньшей степени говорим, мы больше говорим, что кому-то нужно отдать. Но насколько дальше государство может контролировать соблюдение условий, значит, которые государство должно предоставить тому или иному человеку, значит, частнику, который берет, значит, этот объект. В ходе заседания представитель Государственного управления охраны историко-культурного наследия проинформировал участников о текущем состоянии памятников в республике и озвучил свою позицию. Частники, то есть наши граждане, большую роль сыграли. Ничего не скажешь, да. Всеми силами они боролись, дома свои восстановили. Ну, государство тоже помогло. Вот сейчас сказать, что государство ничего не сделало, это несправедливо будет. Крыши домов многих поменяло государство. На окна не было денег, давало. Конечно, во всех районах это не удалось. Естественно, в отдаленных районах этого не было. Мы вопрос крепостей, храмов, я, насколько понимаю, должны оставить временно. Он не может рассматриваться никогда, потому что храм абхазского царя Баграта II придет Гарик Сангуле, будет владетель этого вопреки. Смешно и печально. Если это случится, нашей нации не будет никогда.
Большинство участников заседания сошлись во мнении, если объекты и будут передаваться бизнесу, необходима предварительная классификация памятников, индивидуальный подход к каждому зданию и жестко прописанные юридические условия, защищающие интересы государства. Также депутаты и эксперты подчеркнули необходимость проведения полной инвентаризации всех объектов историко-культурного наследия республики. Вот сегодня вот таким большим составом мы говорим, что есть проблема. Уважаемая исполнительная власть, обратите внимание, проявите инициативу для ее реализации. И мы вас поддержим. Вот что мы говорим. Если мы сегодня, наше мнение будет какой-то противоречивый характер, мы же не сказали дайте деньги. Власть не должна нам противоречить, она исполнительная. Мы также заботимся о Родине, и тогда, когда она будет взаимна, и все мы вместе, мы что-то сделаем. Сделаем исходя. Все хотим какой-то социализм, которого ни у кого нету. Но, к сожалению, такого не бывает. Если это мнение такое доминирующее, то должно быть видение друг друга. Вот почему мы сегодня собрались. Работа над законопроектом продолжается. Встречи будут проводиться регулярно до тех пор, пока не будут найдены оптимальные варианты сохранения архитектурного достояния страны. Ирина Богателия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.